Здравствуйте, я Руслан Шарафутдинов с нашей новой рубрикой «Между нами». Главное событие минувшей недели – инаугурация Радия Хабирова. Как церемониальная точка выборного ралли. Между нами не будем лукавить, что у нас были сомнения по поводу победителя гонки. Исход был предсказуем, честно говоря, за явным преимуществом. Мы зафиксировали то, что и так всем очевидно. У республики есть сильный лидер, а в трудную годину коней-тяжеловесов на переправе не меняют. Радия Хабирова мы знаем давно, из-за него говорят его дела. Он реальный и настоящий. А лидеру большого региона важно быть настоящим мужиком, уметь брать на себя ответственность и принимать сложные решения. И избиратель прямо сказал: ну что же, Ради Фаритович, взялся за гуш, тяни. Заслуги в полночь закрытия избирательных участков обнулились. Впрягайся и выполняй свои обещания, дожимай планы и проекты. Все-таки большая политика – жесткая профессия, которая не терпит случайных людей. Знания и опыт, понимание людей, здоровые амбиции и хватка, сила воли и выдержка – обязательные качества для главы такого большого, мощного и многонационального региона, как наша республика. Российские реалии таковы. Мало просто обозначить нужную задачу. Надо еще и добиться ее выполнения. Через «не могу», через здоровые сомнения союзников и желчное злорадство врагов. Этим и отличается настоящий руководитель от декоративного. Порой приходится принимать сложные решения, которые по определению не могут нравиться всем. И увидеть их правоту можно иногда только через годы. Большое видится на расстоянии. И от того, что казалось спорным в 2019 году, как Советская площадь с генералом Шеймуратовым, сегодня дух захватывает. С самого начала у Радия Хабирова была идея, чтобы Башкирия снова стала крутой, за которую не стыдно перед регионами-конкурентами или богатой столицей. И это получилось. Сегодня Башкортостан по праву на авансцене общественно-политической, экономической, культурной, спортивной жизни огромной страны. Одно из главных достижений последних лет – то, что удалось внушить самим себе психологию лидерства, что нам все по плечу. Энергия пошла по многим направлениям, которыми годами никто всерьез не занимался. И уже кажется, что нет ничего невозможного. Столько было сделано, построено и преодолено за минувшие 6 лет. Вроде совсем немного в масштабе истории, а уже целая эпоха. А сколько еще предстоит? Все это громадье объектов, проектов и планов, совершения и достижения на самом деле не для статистики, рекордов и рейтингов, а прежде всего для людей, для нас с вами и для наших детей. Все то, что мы делаем и строим сегодня, это и есть то, что останется после нас. Ну и напоследок про хейтеров. Анонимные тролли из интернета и пикейные жилеты всегда были, есть и будут. Между нами они часть нашей жизни, как и пресловутые бабки на скамейке у подъезда. Для них что ни сделай, все плохо. Все козлы, проститутки, жулики и воры. Иногда сами по вредности характера, как старуха Шипокляк, но чаще по заказу и за хорошие деньги. Все это мы уже проходили много раз, и сегодня они топят за одного хозяина, а завтра изменится конъюнктура, и они уже поливают грязью его самого. Надо четко понимать, что они никогда ничего сами не создавали. Работать надо, а не ошибается только тот, кто ничего не делает. Впереди еще 5 сложных, но интересных лет. Ведь все только начинается, друзья. До свидания. Берегите себя и своих близких. Между нами все будет хорошо.